Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. На заседании Координационного штаба по вопросам реконструкции международного аэропорта Сухум имени Ардзинба обсудили ход работ. Подведены итоги конкурса, посвященного великому писателю, классику русской литературы Фазилию Искандеру. Новый атом-класс откроют в одной из учимчирских школ. Все запланированные работы в части аэродромной инфраструктуры, строительства аэровокзального комплекса продолжаются в соответствии с установленными планами. И уже в мае аэропорт будет готов к принятию регулярных рейсов. Ход работ обсудили на заседании Координационного штаба по вопросам реконструкции международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба. В Сухумском аэропорту оживленно. Строительные работы ведутся в любое время дня и погоду. А еще здесь же, во временном терминале, заседает координационный штаб по вопросам реконструкции воздушной гавани. Важна каждая деталь, ведь с 1 мая отсюда планируют запустить регулярное авиасообщение между Абхазией и Россией. 1 мая нам необходимо начать регулярное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Те работы, которые проводились в рамках реконструкции аэропорта, они действительно очень масштабные, серьезный инфраструктурный проект, который реализуется на территории Абхазии. Уж точно за последние 30-40 лет такого рода проектов не было. Поэтому благодарю всех тех, кто участвовал в реализации этого проекта. В рамках подготовки к запуску аэропорта уже полностью реконструированы взлетно-посадочная полоса, 2 перрона, установлены светосигнальное, радиотехническое и метеорологическое оборудование. Все работы, касающиеся аэродромной инфраструктуры и строительства аэровокзального комплекса, продолжаются в соответствии с установленными планами, сообщил исполняющий обязанности первого вице-премьера, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба. На финальной стадии находятся процедуры документального оформления, имеется в виду сертификата, выдачи соответствующих разрешений. По информации от наших коллег, все технические мероприятия, соответствующие техническим нормам и требованиям, выполнены, и в ближайшее время уполномоченным органам будут выданы соответствующие сертификаты, которые дают право осуществлять работу в аэропорту на регулярной основе. За ближайший месяц мы, соответственно, завершим сертификационные действия, проведем облет радиотехнического оборудования. Следующий, если помните, у нас первый облет был в ноябре прошлого года. Сейчас у нас будет облет следующего оборудования, установленного радиотехнического. И в мае будем готовы для принятия регулярных рейсов. Светосигнальное оборудование у нас установлено. Значит, это как раз одно из тех видов оборудования, которое будет облетано специализированной лабораторией в апреле. Оно полностью готово. Сейчас единственное остается небольшой монтаж самих огней на рулежной дорожке, но это работа на пару дней. Международный аэропорт Сухума имени Владислава Ардзинба не работал с 1993 года. Его реконструкция при участии России началась в 2023. Подрядчиком стал холдинг «Инфраструктурное развитие». Тестовый полет прошел 7 февраля 2025 года. В конце того же месяца в воздушную гавань прибыл самолет МЧС России, на котором в Москву отправились пациенты республиканской больницы. Гугу Савардани, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Вопросы организации инаугурации избранного президента Абхазии обсудили на совещании 17 марта в администрации президента. Утвержден сценарий инаугурации, представленный Министерством культуры. Ведомством, отведенным за проведение церемонии, даны соответствующие поручения. Под председательством исполняющего обязанности вице-премьера Джансуха Нанба состоялось второе заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба. Члены комиссии приняли решение об учреждении стипендии имени Владислава Ардзинба студентам АГУ, проведением памятных мероприятий в Абхазии и за ее пределами, создание официального сайта первого президента при фонде первого президента. Финансирование создания сайта взял на себя
себя лично глава администрации Сухума Беслан Эшба. Члены комиссии также решили обратиться в парламент с предложением о учреждении ордена Владислава Арзенба. Обсуждались и другие вопросы, касающиеся проведения памятных мероприятий, которые будут проходить в течение юбилейного года. Среди них международная научная конференция в Абиги, издание работ Владислава Арзенба, подготовка фильмов и телепередач о первом президенте. 18 марта исполнилось 36 лет знаменитому лыхнинскому обращению. На исторической поляне Лыхны 18 марта 1989 года собрались несколько десятков тысяч человек. Выступавшие на сходе люди были делегированы народом, чтобы говорить от его имени. Под Лыхнинским обращением о восстановлении Абхазской ССР, существовавшей с 1921 по 1931 годы, свои подписи поставили 36 тысяч человек, в том числе и руководители обкомов и райкомов Абхазии. Это историческое событие, организованное Народным форумом Абхазии Айтглера, привело в итоге к созданию независимого абхазского государства. К другим новостям. Вечером 16 марта в дежурную часть первого отдела милиции УВД по городу Сухум поступило телефонное сообщение с приемного отделения республиканской больницы о том, что к ним был доставлен гражданин Чкотуа Анри Гивьевич с телесными повреждениями, полученными при неизвестных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Сотрудники отдела дознания допросили Чкотуа и медперсонал больницы, осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сотрудники правоохранительных органов проводят ряд оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление фактических обстоятельств происшествия. Незаконные ночные заезды уличных гонщиков пресекли милиционеры в Учимчирском районе. Несколько автомобилей изъято. Детали в материале пресс-службы МВД. Сотрудники госавтоинспекции пресекли проведение ночных гонок стритрейсеров вблизи села Лабра Чимчирского района. Информацию о планируемых гонках передали в УГАИ сотрудники районного отдела внутренних дел по Чимчирскому району. Глубокой ночью с 15 на 16 марта более 100 машин скопилось на трассе. Сотрудники госавтоинспекции незамедлительно выехали и предотвратили незаконное и опасное мероприятие, при этом встретив сопротивление со стороны организаторов стритрейсинга. Я не хотел бы, чтобы произошло то, что произошло примерно вчера в Кагорском районе. Двухлетний ребенок Гонщики в своих соцсетях тут же объявили, что в связи с приездом сотрудников ДПС гонки отменяются. Правда, заезды, по их словам, всего лишь переносятся. В УГАИ напоминают, что нарушение скоростного режима нередко приводит к печальным последствиям. Гонщики подвергают опасности себя и других участников движения. Уважаемые родители автогонщиков, обращаюсь к вам с просьбой напомнить своим детям о требованиях безопасности, законодательства и правил дорожного движения при управлении транспортными средствами. Зачастую ваши дети садятся за руль, не имея на то соответствующего водительского удостоверения. Нередки случаи вождения в нетрезвом состоянии. Алкогольное и иное опьянение усугубляет без того тяжелые последствия ДТП, совершаемых в ходе уличных гонок. Помните, ответственность за гонщиков ложится и на ваши плечи, ведь чаще всего именно родители покупают своим детям дорогие гоночные автомобили, не задумываясь, что дарят ему бомбу замедленного действия. Статистика показательна. Гоночное средство, которое является источником повышенной опасности, несет угрозу не только здоровью, но и жизни самих гонщиков и других участников дорожного движения. Берегите себя и своих близких. Стритрейсинг, то есть уличные гонки, популярное, но весьма опасное увлечение последних лет. Суть уличных гонок – ночные заезды на заданное расстояние. В стритрейсинге нет определенных правил, как нет и ограничений. Это увлечение, при котором молодые люди увлекаются агрессивной ездой и апгрейдом собственного авто. В том числе именно эти новшества приводят к тяжелейшим авариям, зачастую со смертельным исходом для гонщиков. Сотрудниками уже изъято несколько автомобилей участников ночных гонок в ночь с 15 на 16 марта. Работа в этом направлении продолжается.
Задержан подозреваемый в сбытии наркотических средств в особо крупном размере. В салоне автомобиля жителя Ленинградской области Владимира Бруева обнаружили и изъяли наркотическое средство метадон массой свыше 137 граммов. Против россиянина возбуждено уголовное дело. Он подозревается в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбытии наркотических средств на территории Абхазии. Решением суда города Сухум Владимир Бруев на время предварительного расследования заключен под стражу. За последнюю неделю оперативными подразделениями ГТК возбуждено 2 дела об административных правонарушениях. Обнаружено и изъято 6 единиц вычислительного оборудования для извлечения криптовалюты и 15 единиц комплектующих. Также продолжается работа по выявлению и пресечению актов незаконного распространения и ввоза наркотиков на территорию страны. С начала года оперативными подразделениями ГТК выявлено 7 фактов уголовно наказуемых деяний при попытке пересечения государственной границы Абхазии с целью ввоза наркотических средств, метадона общей массой 42,766 грамм и мефедрона общей массой 68,46 грамм. Следует отметить, что за прошедшую неделю оперативными подразделениями был выявлен еще один факт. 11 марта 2025 года примерно в 13 часов 00 минут сотрудниками оперативного подразделения Государственного таможенного комитета совместно с сотрудниками ЛУВДТ МВД Республики Абхазии на железнодорожном транспорте в городе Гагра в зоне таможенного контроля и режима таможенного поста ПСО по пешеходной линии направления импорта остановлен гражданин Республики Абхазии Пиля. При личном досмотре указанного гражданина обнаружен изъят полиэтиленовый сверток с белым кристаллообразным веществом. Экспертами КЦ МВД Республики Абхазия впоследствии установлено, что изъятым веществом является наркотическое средство метадон общей массой 0,279 грамм. Государственный таможенный комитет Абхазии осуществляет мероприятия по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным присоединением к электрическим сетям, находящимся в ведении РУП «Черноморэнерго». С момента функционирования штаба возбуждены 17 дел об административных правонарушениях. Обнаружено и изъято 296 единиц вычислительного оборудования для извлечения криптовалюты и 32 единицы комплектующих. Начальник отдела дознаний таможенных расследований Тимур Гайдуков отметил, что за текущую неделю возбуждено 2 дела об административных правонарушениях. Обнаружено и изъято 6 единиц вычислительного оборудования для извлечения криптовалюты и 15 единиц комплектующих. 11 марта примерно в 0 часов 30 минут сотрудниками оперативного подразделения Государственного таможенного комитета в ходе реализации оперативной информации в поселке Цандрепш по улице Курортная, в ходе личного досмотра вещей, находящихся при физическом лице гражданина Бобохи, обнаружены и изъяты 3 единицы вычислительного оборудования и 15 единиц комплектующих, проводится административное расследование. Также 16 марта 2025 года, примерно в 6 часов 55 минут, сотрудниками Государственного таможенного комитета в зоне таможенного контроля и режима таможенного поста ПСО по пешеходной линии направления импорта остановлен гражданин Смайлов. Также изъято в ходе осмотра находящихся при физическом лице вещей 3 единицы вычислительного оборудования, проводится административное расследование. Также за прошедшую неделю оперативными подразделениями ГТК возбуждено 1 дело об административном правонарушении в отношении лица, осуществляющего незаконные действия с подакцизным товаром. Возбуждено 1 дело об административном правонарушении, где является подакцизным товаром табачные изделия общим количеством 520 единиц сигареты различного наименования общей суммой более 120 тысяч рублей. Изъятый товар хранится в камере хранения Государственного таможенного комитета. Государственный таможенный комитет продолжает активную работу по выявлению и пресечению фактов незаконного распространения ввоза наркотиков на территорию страны и борьбе с незаконными подключениями к электросетям, а также по подакцизным товарам. Работа проводится максимально качественно и прозрачно. Шазина Ханагуа, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Подведены итоги конкурса «Проба пера», посвященного великому писателю-классику русской литературы Фазилию Искандеру, который был объявлен в год его 95-летия. Названы имена 12 победителей. Смотрите репортаж Алики Трапш.
Имя выдающегося абхазского и российского писателя, классика современной литературы Фазили Искандера известно не только в Абхазии, но и за рубежом. За неповторимую оригинальность сюжетов его сравнивали с лучшими зарубежными писателями, такими как Габриэль Гарсиа Маркес, Мигель де Сервантес, Франсуа Рабле. А на своей родине Фазили Искандер стал одним из главных символов абхазской культуры, человеком, прославившим самобытность страны. В прошлом году в честь 95-летнего юбилея писателя в ВАГУ на филологическом факультете был объявлен конкурс «Проба пера» на свободную тему. В нем приняли участие 20 человек. Творческие работы мы собирали на всех факультетах, то есть это не только локальный филологический конкурс, а конкурс, который делается для всех факультетов. Это конкурс творческих работ, и ребята во всех жанрах, во всевозможных могут участвовать в нем. Конкурсанты писали свои работы как на русском, так и на абхазском языках. Это были стихи, рассказы, эссе, очерки. Заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы АГУ Нателла Бахия отметила, что студенты очень талантливы и проявили себя достаточно хорошо. У нас есть талантливые ребята, которые уже пробуют себя в творчестве. Они сочиняют небольшие рассказы, пишут стихи, и мы с удовольствием принимаем от них эти произведения, просматриваем их, изучаем и, конечно, благодарны им за такое рвение, что у них есть такой интерес и вкус к русской литературе. Из 20 участников творческого конкурса «Проба пера», посвященного Фазилию Искандеру, жюри выделило 12 работ в разных номинациях. Победителям вручили грамоты и книги Фазилия Искандера. Студент 3-го курса филологического факультета Александр Габуня на конкурс представил собственное стихотворение и победил. Это очень сильно радует и мотивирует. И хотелось бы, чтобы такие конкурсы проводились почаще. И я уверен, что каждому из сидящему в зале этот конкурс очень сильно понравился. И если будет проводиться что-то подобное, то обязательно все также снова примут участие. В рамках искандеровских чтений творческий конкурс «Проба пера» будет продолжен и в этом году. Все желающие могут сдать свои работы в различных жанрах. Алика Трапш, Фатима Гергия, Инал Гвинже, Абхазское телевидение. Новый атом-класс откроют в одной из учимчирских школ при поддержке Росатома. Исполняющий обязанности министра просвещения Инал Габлия встретился с руководителем проекта «Школа Росатома» Натальей Шурочковой и координатором проекта Оксаной Малафеевой. Школа Росатома – международный проект, который охватывает различные города и регионы России. В Абхазии он стартовал в 2021 году, когда здесь были созданы первые атом-классы на базе образовательных школ. Представители Росатома предложили провести конкурс среди школ Чимчирского района, чтобы определить, где именно появится новый атом-класс. Безмерно рады и счастливы, что у нас есть возможность сотрудничества с такой большой корпорацией, как Росатом. В 2021 году были первые как раз реализованы проекты, когда мы открыли атом-классы на базе наших общеобразовательных школ. И вот сегодня мы, наверное, подведем какие-то итоги работы атом-классов в Республике Абхазия. Это международный проект, который охватывает различные города и регионы Российской Федерации, и уже он стал международным благодаря нашему участию, поэтому я вас приветствую. Я уверен, что этот проект будет набирать обороты. Конечно же, наши дети с увлечением посещают теперь уроки физики, математики, информатики, потому что новые условия совершенно созданы благодаря вашей поддержке. Да, это 5 школ республики, и, соответственно, конечно, новое оборудование, лабораторное оборудование, компьютерное оборудование, оно повышает качество образования. Ваши дети, ваши учителя всегда были преданы своей стране. И это дает веру в то, что страна будет всегда великой, потому что у вас есть такие замечательные дети, такие учителя, преданные своей профессии. Поэтому наша задача им не мешать. Наша задача помочь сделать так, чтобы они были еще счастливее, чтобы они были наравне с другими или лучше других в качестве, с точки зрения профессионалов. Да. И мы как делали, так и будем делать все для того, чтобы у них это получалось. Я уверена, что не только мы, но и другие корпорации, Министерство просвещения, образования, науки, оба министерства Российской Федерации, к этому тоже подключаются другие наши коллеги.
20 марта стартует новый футбольный сезон в Абхазии. Традиционно он начнется матчем за суперкубок, за который поборются действующий чемпион Абхазии Сухумский «Нарт» и действующий обладатель Кубка Абхазии Учимчирский «Ерцаху». Матч пройдет на Сухумском стадионе «Динамо». И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 19 марта в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, туман, возможно гроза. В горах снег. Температура воздуха ночью 1,6, днем 5-10 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.